В начале октября, когда щук разделывали, там в одной или двух щуках только рыба была. А тут сплошняком идет. Вот я одну щуку там мелочь прямо хватал, по-моему, целой кучей. А который я на уху пустил щуку, так там в живот, по-моему, еле-еле влезла. Здоровенную рыбу съела. Выезда тоже рыбка. По-моему, сплошняком тут идет щука, которая хватает рыбу. Это я к тому, что, может, завтра блесну, тут у меня одна блесна есть, взять, попробовать порулить там по озеру между делом. Вон, рыба. Практически стопроцентная рыба, это самую щуку. У самцов гонады тоже до третьей стадии доходят. Не совсем белые, но близко. Ох, рыба, натуральная рыба. У всех. Одна здоровая, кельч, А. вторая помельче. Все щуки и все стопроцентно с рыбой. То ли жор у них начался. Если не забуду, завтра это блесну возьму. У меня там одна знакомая, можно сказать, щука есть. Там, где эта береза с другой стороны упавшая. Там я сетку кидал. Вот так вынимаю, смотрю, такая мордина выплывает щуки, это самое. Буквально одним зубом зацепилась и на меня смотрит, сволочь. Хотел ее там подцепить сеткой, но не успел, она ушла. И там же это самое, когда я блеснил, у меня бах, рывок, и блесна пропала. Что-то мне кажется, что там одна и та же гамадрила там обитает. Версия. Потому что там замору случается, вряд ли там щука выживет. Ну, ладно, поживем, увидим завтра, что будет. Откровенно теплая осень. Ну, предзимье, скажем так. Сильно теплая. Во всяком случае, как пугали, что лед закроет реку и нам пешком придется домой воде. Приду посмеюсь специально над этими прогнозчиками. Что это такое? Жара, вон, меховой безрукавке жарко. Так, а я градус сейчас посмотрю. Где-то градусов 7 наверняка. Практически угадал, 6,5 плюс. Я говорю, жара, блин. Меховую безрукавку одел нафиг. Ну, рыбу разделали. Пора бай-бай. Ну, у нас сегодня второй заход на рыбу. Опять рыбный день. Сети кинем на втором озере. Сегодня супер дождь обещали. Ночью капало. Прилично. Как, лысину помочила ведь ночью-то? Я ночью только смотрел, не выходил из-под крыши. Это утром чуть-чуть, минут на 5 капнуло на лысину. Ага. Так, все впереди, значит. Ну что ж, посмотрим. Если прогноз у Сыктывкара угадает с погодой, посмотрим, отличие в дождь ловится лучше или хуже. А если не угадает, то посмотрим на разных озерах, как ловится. Где лов-то? Лодка однозначно протекает, поэтому надо будет смотреть. Так, ну есть вода, есть. Немножко. Так, вот это у меня паз поставлен. Вода поднялась пару сантиметров. И это немного. Лодка на берег вытащена. Поэтому пока не беспокоимся. Ну, сегодня немножко новая тропа. Таежная тропа. Учитывая, что мы вчера щук разделывали, и у каждой щуки рыбка там в животе была, переваривалась. Взял дорожку, вернее сказать, блесну, которую буду ловить способом дорожки. Если время, конечно, будет, а то день короткий. Посмотрим. Да и блесна-то такая-сякая. В темноте за третий сорт пойдет. — 22 октября. Уток нету. Ну и ладно. Ловим рыбу. Ну я пошел к лодке. Да. Ты так одеваешься каждый раз в такую холодрыгу. Даже не знаю, завидовать или
Или как? А я что только не одеваю. Так, ладно. В принципе, для установки сетей ветерок не слабый. Между корягами кидать, мать ее, за ногу, в легкую ошибиться и наскочить на корягу. Для установки сетей какой-нибудь шест понадобится? Запросто. Так, это гнилье. Пойдет, пойдет. Пошли дальше. Так, что, лодочка? Думала, мы не увидимся до будущего года. Ошибалась. Сейчас мы с тобой тоже поработаем. Ну что, приятели, за Родину! Сильно не шуметь. Черпак обязательно. Ну что, поехали. Так, веревка, когда режет руку, что делает? Шапкой спасается. Глядя, как Валерий Батькович по ходу ходит в рубашке, практически. Чуть я меховую безрукавку не оставил в избушке. Плюс 5. Пронизывающий ветер на воде. Хорошо, что взял. Кто там булькает? Холодно. Ветер, блин. О, сейчас можно и помахаться веслом. Ну что, ребята, поехали! Ну что, ложим, расставляем. Ну что, поехали. Ух, еще ветер. Блин, не в ту степь. Хорошо, хоть ветер то есть, то нету. Вернее сказать, то сильный порывами, то терпимо. Ну, ловись, рыбка большая и маленькая. Сильно маленькая, конечно, в такую сетку не попадает. Купил новую финскую сетку 35 миллиметров, а она длиннее 30 метров. И высота у нее тоже больше. Вместо 1,8 метра, 2 метра. Наверное, кто-то для себя делал, я так думаю, подозреваю. И случайно отправили. Ох, ветер сносит. Так, начало есть. Так. Посмотрим. Ячею умудрилась зайти. Эх, новая сетка, мать её, за ногу. Вот ты можешь сказать, китайцы вон машины никогда не делали, мотыгами бацали. Машины что хочешь делают.
тындрили у финнов, как сетку делать, и то что-то не получилось по-хорошему. Я уж не говорю, что вот эти боковые веревки вообще отказались делать. Привязали простым узлом. Почему? Такое чудо-юдо. Ветер, ветер, ты могуч. А не можешь подождать, блин. Ну, куда ты лезешь? Блин, какой ветер, ставить будет хреновато. Ну, поставить-то можно, но не наскочить на корягу. Больно много тут ветровало, плюс грызунов типа бобров. А наскочишь на корягу сеткой. Ну, куда ты гонишь? Ох. И, пожалуй, дождик пошел. Ну, давай. Ну, японский. Давай, в смысле, не гони лошадей. Ямщик, не гони лошадей. Сейчас надо будет запомнить, как она ляжет, примерно хотя бы. Ну, еще что такая бляха-муха. Фин, блин, хрен ты фин. Ох ты. Так. Порыв пока закончился. Или нет? Закончится он. Ну, где он там, сволочь? Бляха-муха. Лес густой. Ходит Федя хвостой. Нос легче ветром воротит туда-сюда. Блин, туда-сюда. Туда-сюда. Блин. Где и палка-то? Ага, вот. Так. Линию стараемся соблюдать по возможности. Поплавок нагрузило, наскакивает ветром. Наскочил. Ну, примерно. Примерно в линии. Быстро-быстро топим, чтоб ветром не унесло. Фу. Спортсменом тут станешь. Сеть ложить во время ветра. И ветер-то не особо слабый. Ага. Несет меня куда-то. А процесс у нас идет. Со скрипом, но идет. Моряки посмотрят на эту волну, скажут: тьфу на вас, полный штиль. Наставную сеть попробуй поставить, такой полный штиль. Волна-то, не знаю, сантиметра 3.